Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии движение «Антирак» в лицах. Я очень рада представить сегодня своих гостей. Итак, сегодня в нашей студии Капиталина Капитоновна Алексеева, общественный деятель, публицист, руководитель пациентского движения «Антирак», член Общественного совета Минздрава Республики Саха-Якутия и сегодня моя соведущая. Капиталина Капитоновна, здравствуйте. Добрый день. Рада вас видеть, рада вас приветствовать и приветствовать в новом статусе моей соведущей. Ой, я тоже очень рада. Спасибо, как получится, так получится. Да, я рада, что вы согласились, и я уверена, что получится, потому что человека, который настолько глубоко вот в этой теме, в теме этого заболевания, наверное, в нашей всей республике сложно найти. Мало, да, именно такого активного человека. Поэтому вам большое спасибо за то, что вы, и у вас есть и желание, и силы прийти сегодня и говорить о такой теме очень важной. Мы выходили в феврале месяце, в начале февраля, да, как раз ко дню борьбы с раком. И эта программа имела большой резонанс, дорогие слушатели и зрители. Было очень много звонков, было много вопросов. Поэтому мы, конечно, не можем не продолжить. И сегодня мы обязательно продолжим говорить о тех, кто болеет. И в основном сегодня наша тема о тех, кто заботится о болящих раком. Также сегодня в нашей студии Надежда Юрьевна Васильева, онкопсихолог, семейный психолог, член Российского психологического общества. Надежда Юрьевна, здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня с нами. Также сегодня в нашей студии врач-онколог Маркел Александрович Федотов, химиотерапевт дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии Якутского республиканского онкологического диспансера. Маркел Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей студии сегодня Лариса Владимировна Заболоцкая, участник пациентского движения «Антирак». Лариса Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам придется микрофон делить. Еще раз приветствую своих гостей. Еще раз хочу назвать сегодняшний наш эфир, тему сегодняшнего нашего эфира. Мы будем говорить о тех людях, которые вынуждены или которые сделали такой выбор, чтобы заботиться о тех своих родственниках, близких людях, которых, к сожалению, постигло это заболевание, страшное заболевание рак, которое по-прежнему лидирует, да, в нашей стране и вообще во всем мире. Поэтому, наверное, сегодня мы к эфиру пригласим именно таких людей, да, которые заботятся о болящих, ну и, наверное, всех, потому что это заболевание, оно может коснуться в любой момент каждого из нас, к сожалению. И я с удовольствием, Капиталина Капитоновна, передаю вам слово про правление эфира. Да, Вета, вы совершенно правильно сказали, что это может коснуться каждого. И жизнь человека может поменяться буквально за несколько минут. Вот вы находитесь на приеме у доктора, и доктор вдруг вам сообщает после всех анализов, после всех манипуляций медицинских, что, оказывается, у вас онкологическое заболевание. И вот в этот момент жизнь человека меняется кардинально. Это было, что было до и что потом будет после. Дело в том, что это страшный стресс для организма, страшный стресс для психики. И человек, который услышал свой диагноз, он, конечно, мгновенно переходит уже в другую плоскость жизни. И вместе с ним переходят в ту другую плоскость его близкие, его семья, его родные, родственники, коллеги. Вот о них сегодня и надо говорить, потому что кто-то будет поддерживать, кто-то будет помогать этому больному человеку в течение всей болезни. И вот сегодня как раз очень хорошо, что с нами присутствует доктор, молодой человек, и мы очень рады видеть его здесь, Маркел Александрович. И вот, допустим, у вас на приеме находится человек, которому вы сказали диагноз. Какая обычно его первая реакция? Ну, это один из самых наших нелюбимых частей нашей работы, можно сказать, сообщать пациенту его диагноз. Можно сказать, что самый тяжелый момент для пациента, для его родственников возникает именно вне стен больницы, вне
стен кабинета врача. Не в кабинете врача. Не в кабинете, да. То есть, когда пациент доходит домой, когда стены больницы остались позади, семья остается сами с собой, то есть у них, решимость «мы будем бороться» сменяется тем, что, например, у них возникает какая-то пустота, недопонимание, что делать завтра утром, да, и у них, по моим наблюдениям, можно сказать, возникает 3 момента страха. То есть первый — это страх неизвестности, то есть они всегда начинают задаваться вопросом, что будет через месяц, будет ли больно, например, да. Страх потери контроля, то есть семья всегда справляла, обычно семьи так устроены, что если возникает какая-то проблема, семья начинает разбираться всей гурьбой. Конечно. Да, и то есть они здесь сталкиваются с такой проблемой, с такой территорией, где они не специалисты, то есть они не понимают, что делать дальше. И самое такое распространенное и самое худшее для пациента, наверное, больного, это страх сказать что-то не то пациенту, больному человеку. То есть родственники боятся общаться с больным человеком, чтобы его не расстраивать. Это тоже с некой стороны это, забота о человеке, но тем не менее и они тем самым создают информационный колпак. Можно чуть-чуть добавлю? В прошлом эфире у нас тоже был врач, врач-онколог. Очень мне понравилось, я забыла только имя, отчество врача. Из поколения прям... Татьяна Вадимовна. Да, очень замечательная. Вот я удивилась, когда еще была пациентка, да, одна выжившая, да, когда они начали вот этот вот разговор тоже, как сообщить больному, и вот как раз-таки пациентка рассказала о том, что когда она пришла на прием узнать свой диагноз, что врач очень долго прямо отдаляла, чтобы назвать вот именно, что у нее там какая-то стадия рака. То есть для врача это оказывается тоже мучительно, больно и очень сложно, что врач несколько раз начинал этот разговор и только через какое-то время смогла это озвучить. Я вот даже, на самом деле так. Это очень такая сложная часть, которая пугает всех врачей, я могу сказать, с полной уверенностью. Хотя вроде бы вы же это делаете не так редко, потому что вы общаетесь с этими людьми. Да, и я работаю достаточно долго, можно сказать, и я думал, что с годами будет легче. Нет, наоборот, наверное, хуже. Но нет, да. Чем мудрее, чем старше, наверное, тем ближе к сердцу воспринимаешь, и тем, наверное, тяжелее. Еще по молодости, по дурости, можно сказать, значит, это легче можно перенести, но когда взрослеешь, да, то, наверное, сложнее. И все-таки какой самый тяжелый момент в жизни семьи, когда вот близкий человек заболел раком? Вот как вы считаете, для семьи? Какой самый тяжелый момент — это непонимание, что делать дальше. То есть страх неизвестности. То есть когда человек недостаточно информирован, то есть у него уже возникают, это очень тяжело, так скажем. Неизвестность, да. И что вообще обычно сразу неизвестность, а все равно надо жить, все равно надо что-то предпринимать. И что сразу после постановки диагноза обычно что предпринимать? Обычно как себя ведут семьи? Здесь тоже по моим наблюдениям семьи делятся на 2 основных типа. То есть, я их про себя называю, например, первый тип — это гиперопека и депрессия, то есть семья вместе с пациентом ложится на рельсы, то есть отменяет все свои планы, то есть перестают жить своей жизнью, говорят шепотом, там плачут в коридоре, и это, конечно же, не остается без внимания самого больного пациента. Конечно. И то есть пациент чувствует себя обреченным, даже если врачи говорят обратное, то есть вы вылечитесь, через какое-то время все будет хорошо. И все, что происходит в семье, пациент начинает брать на себя, то есть как будто он ответственен за то плохое явление в семье. За то создавшееся в семье. Да. И что он как будто бы разрушил жизнь своих близких.
И второй тип, в основном пациентов, семей, так скажем, да, это информационный хаос. То есть Точно. люди начинают в панике искать альтернативу официальной медицины, то есть которая признана Министерством здравоохранения России. Они идут за 3-9 земель, там, каким-то знахарям, шаманам, возможно, народной медицине, начинают тоннами скупать какие-то биологически активные добавки, не понимая состава, какие-то иммуномодуляторы, и всякие курсы очищения покупать. И все это очень сильно накладывает, это требует очень много сил от семьи. Что немаловажно, это финансовые проблемы могут вызвать, это то же самое. И они этим самым могут упустить критическое важное время. Время теряет, да, и пытаясь найти какое-то решение. Чтобы не делать химиотерапию или почему они... Нет, вот когда я заболела, на меня тоже обрушилось столько информации. И что только мне не предлагали, какие только испытанные методы, в кавычках. Значит, что вот это поможет, как будто врачи не помогут. Это было какой-то кошмар. И действительно, это все очень дорого. И человек, конечно, в растерянности, особенно те люди, которые в семье никогда не было онкологических больных, они же мало информированы. Все же мы думаем, что мы-то не заболеем. Ну да, болеют, много людей болеет на первом месте, но это меня не коснется. Я тоже так думала, и все так думают. Поэтому, конечно, так. И все-таки какие первые шаги надо делать грамотные, значит, официальные, нормальные шаги должны делать семьи и больные? Все мы должны понимать, что когда выставляется диагноз рак, это очень большой шок, да. Которому человеку надо принять. Все равно все стадии отрицания, так скажем, они идут. И первые... Может быть, мы на секунду прервемся. У нас есть телефонный звонок. Выслушаем, потом ответим, да? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Федоров Егор Васильевич. Я в 23-м году, мне операцию сделали, удалили желудок. Я бескрайне без этого благодарен нашим хирургам, онкологам, и все. И мне сначала сказали, у вас 4-я стадия, это уже вроде все. А потом консилиум, и после химии мне все сделали операцию. И в 23-м году сейчас чувствую себя нормально, полугодние эти все осмотры прошел, сказали, все вроде нормально. В июне сказали, придете опять проходить этот осмотр. У меня большое горе. После этого у меня жена большой удар получила, что у меня онкология. И она сама заболела, и у нее поджелудочная была. И через год ее не стало, год только у нас. В феврале, в конце февраля у нее год был. И я желаю всем здоровья, и надо обращаться, и нашим хирургам надо, своим врачам верить надо. Потому что, как иностранные или эти центральные, какие-то, не хочу там их, но которые ездили, я со мной лежали, у них как будто мне это самого, это мое мнение. Своим врачам вроде не верят, и ездят за рубеж или в центральные города, а потом сюда обратно едут и здесь хотят лечиться, понимаете? И нашим врачам очень я благодарен, понимаете? И надо им верить. Главное, чтобы им верить. Жене мне предлагали, там и родственники, и эти, куда-то в Корею ехать, или центральную район, но она сама себе уже, наверное, знала, что потому что туда ехать уже бесполезно, поэтому она отказывалась. Извините, я вас перебью. Спасибо вам большое за ваше внимание к нашей программе и за то, что вы позвонили. Благодарю вас. У нас просто очень мало времени остается. Да. Капиталина Капитоновна, у нас Наталья Юрьевна, наверное, Надежду Юрьевну мы, наверное, попросим задержаться на второй блок, потому что до конца первого блока у нас остается всего 5 минут. Ой, вы сможете задержаться на второй блок вместе с нами?
Ну, надо... Потому что мы тогда не успеем всех Да, выслушать. хорошо. Так, ну что, значит, может... К тому вопросу, который мы обсуждали, да, что надо делать. Я рекомендую всем своим пациентам первые 72 часа, ну, то есть это где-то ближайшие 3 дня после объявления диагноза, ну, так в кавычках стоп-кран, то есть не копаться ни в каких интернетах, ничего не искать, потому что это либо устаревшие данные можете вы найти, и вообще какие-то клинические случаи, которые вообще не относятся к данной ситуации. Потому что каждый онкологический случай заболевания, оно очень сильно индивидуальный. Конечно. То есть рак легкого очень сильно отличается от рака кишечника, например, да, и у них кардинально разные тактики лечения. И с этой целью, как нам уже наш пациент сказал, через консилиум мультидисциплинарный, где сидят врачи разных специальностей, сидят и обсуждают каждого, повторяюсь еще, каждого пациента в нашей республике, который у нас лечится, через консилиум. И индивидуально подбирают с учетом всех характеристик. И дождаться решения консилиума и следовать этой тактике. Может быть, Ларисе Владимировне Давайте. дадим слово, как в вашей семье Может, это я случилось? отвечу, потому что я, к сожалению, вынуждена бежать. Все-таки. Да. Давайте тогда Поэтому, выслушаем да. вас. Хочу поблагодарить Поближе микрофон, пожалуйста. нашего уважаемого доктора, да, который так подробно обращает внимание именно на психологическую подоплеку того, как ставится диагноз, того, как родственники реагируют на это. И психологически, вот даже вот нам позвонивший человек показал о том, что родственники переживают это даже тяжелее, чем сам заболевший. И реакции, они бывают разные. Вот есть крайности, когда все, человека они мысленно уже похоронили, и уже к нему относятся, что ну вот он доживает свое, да. Или другая крайность, когда вообще наоборот игнорируют и говорят, да, ну подумаешь, там лечится все, и никакого особого внимания и заботы не оказывают и не обращают вообще внимания на человека. Ни та, ни другая сторона отношения, она неадекватная. Адекватное всегда что-то посередине. А это значит понимать риски того, какой сложный путь проходит каждый человек, получивший этот диагноз, что да, по тому, конечно, как назначат врачи, обычно это операция и потом какая-то терапия, да, химиотерапия, лучевая, в зависимости от того, какой орган и какой поставлен диагноз. И примерно это длится год. Да, поправьте меня. По средней длине, да, где-то год. Да, и через год уже, по моему опыту того, как я вижу, моя мама проболела, да, есть и подруги, которые переболели. Год этот тяжелый путь они проходят, выпадают волосы, да, разные там болевые ощущения постоянные там и так далее, но через год человек возвращается к обычной жизни, можно сказать. Независимо от того, даже какая стадия у него была, при том, что действительно он получает поддержку психологическую от своих близких. И самое главное, тут даже не сколько окружение, а как сам человек к этому относится. И наша основная задача сегодня — показать людям, что это не смертельный диагноз. И чтобы люди, не то чтобы к этому готовились, а просто чтобы знали, да, что да, онкология — это сложное заболевание, это не простуда какая-нибудь, но при этом, пройдя этот путь, делая все, что говорят врачи, да, не отрицая этого, не теряя время на какие-то альтернативные действительно способы, потому что алгоритм лечения, он практически везде одинаковый, да? И у нас замечательные врачи и очень много благодарных клиентов, и тогда, что можно это победить и вернуться к обычной жизни. Так хотела бы обнадежить наших дорогих слушателей. Спасибо большое. Мы буквально через несколько уже секунд рекламная пауза у нас будет. И во втором блоке к нам присоединится Катерина Кларк, она координатор пациентского движения «Антирак» и кандидат экономических наук. И мы продолжим говорить о том, как помогать себе и помогать тем людям, в семье которых случилось такое несчастье, как рак. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Через несколько секунд продолжим.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Мы сегодня говорим о том, как те люди, которые заботятся о болящих раком, могут поддержать сами себя, чтобы не выгореть вот в такой ситуации. В первом блоке как раз позвонил человек, который столкнулся, да, с раком, и, к сожалению, его близкий человек так, Тоже да, от переживаний. так обжегся об эту информацию, да, об эту болезнь, что раньше ушел, чем сам болящий раком. Вот настолько тяжело тем людям, которые рядом, которые готовы помочь, которые делают свою жизнь, наверное, да, уже перестраивают полностью под жизнь того близкого человека, который заболел. Да, на самом деле так. И еще раз представлю своих гостей. Сегодня в нашей студии Капиталина Капитоновна Алексеева, общественный деятель, публицист, руководитель пациентского движения «Антирак», член Общественного совета Минздрава Республики Саха-Якутия. И сегодня моя соведущая. Еще раз вас приветствую, Капиталина Капитоновна. Добрый день. И очень сильный человек духом. Также в нашей студии сегодня Маркел Александрович Федотов, врач-онколог, химиотерапевт дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии Якутского республиканского онкологического диспансера. Маркел Александрович, еще раз здравствуйте. И в нашей студии Лариса Владимировна Заболоцкая, участник пациентского движения «Антирак», выжившая. Да. Все выжившие, да. Мы все выжившие. Да. И к нам присоединилась сейчас Катерина Николаевна Кларк, координатор пациентского движения «Антирак», предприниматель, кандидат экономических наук. Катерина Николаевна, здравствуйте. Спасибо за приглашение. Спасибо, что вы с нами, рада вас видеть. Капиталина Капитоновна, я, конечно, передаю бразды правления эфира в ваши руки. Ну что, здесь, значит, у нас главные действующие лица, наши выжившие, участники нашего движения. И среди нас сегодня как раз Лариса Владимировна. И вот я хочу задать ей вопрос. Вот помните ли вы, как доктор вам сказал диагноз? Да, конечно, я помню. Я даже получила эту информацию как бы в несколько этапов. Когда я вначале пришла на УЗИ, еще я вообще не думала. Ну, как сказать. Он мне как-то сразу сказал, что, возможно, онкология. Я даже немножко возмутилась. Как это так? Он мне прямо говорит, потому что у меня было такое понятие, что когда онкология, это обычно скрывают люди. Ну, как раньше было. Ну вот. Далее я пошла, меня отправили в диспансер, начали обследовать. Я, когда прошла КТ, тоже предположили, да, сказали, что да, у вас рак, где-то там 3-4 стадия. Но, говорит, окончательно покажет гистология. Я почему-то ухватилась за это, что думаю, гистология сейчас покажет. И я не верила. Я не верила, что у меня может быть рак. Никто не верит. Потому что я себя чувствовала нормально. Вот. И как-то, все надеялась, что думаю, наверное, это ошибка, какая-то ошибка. Вот. И когда, значит, окончательно уже врач мне сказала, причем она обрадовалась и сказала: у вас 3 стадия, ура, типа, что не 4. Я вообще думаю, как это вообще рак, да, и радоваться тут. Но потом я поняла все-таки, что, как бы еще есть надежда, но в тот момент у меня были такие спутанные чувства какие-то, я одновременно разные варианты у меня в голове. Я подумала, что, наверное, надо уже готовиться к смерти. Вот. Но и я не знала, была неизвестность, я не понимала, что надо делать, но я только знала, что, естественно, надо довериться врачам. Вот. Меня врач спросил: как вы собираетесь, будете лечиться или как? Или вот некоторые, например, собираются только куда-то в другие города. Я говорю: нет, я никуда не хочу ехать, я останусь здесь, я хочу лечиться. Потому что я понимала, что вот лишнее вот эти вот куда-то ездить, где-то там что-то искать, там где-то наблюдаться в другом городе, это излишние мои энергозатраты. Я понимала, что мне психологически очень комфортно будет находиться в своем городе, в своем доме, в больнице в своем городе. И тем более, что я ничего не знаю, ничего не понимаю в медицине, естественно, я доверяюсь врачам. Вот, для меня был очень сложный момент, как сказать своим близким. Был страх, в первую очередь, маме сказать и детям.
Но, значит, настал тот момент, я вот пришла. И что-то вам же помогло справиться с этим чувством, и что же вам помогло? Ну, во-первых... С первыми эмоциями, с такими негативными, тяжелыми. Это, значит, вера в Бога. Потом, значит, это желание жить все равно. Конечно. Хотелось выжить, я решила побороться все-таки за свое здоровье, испытать это. Вот, потом меня поддержала очень, конечно, близкие, родные, знакомые как бы люди. И как вы нашли антирак? Вот антирак совершенно случайно. Знакомые мне подсказали и даже, как бы ввели в группу. Я ничего не знала, но постепенно я поняла. Самое первое мероприятие, на котором я побывала, меня очень вдохновило. Это была выставка картин онкопациентов, на котором я увидела, что люди живут. Конечно. Рисуют, творят. Радуются. У меня сразу настроение прямо... Все нарядные, красивые. Красивое, торжество жизни такое. И все. Вот с этого момента у меня началось, то есть позитивное отношение. Внутренне как-то я успокоилась. Да, я помню, как вы пришли к нам в платочке, волосы выпавшие, худая, вся какая-то растерянная. Мне хотелось спрятаться, я вообще не боялась. Надо прятаться. Я думала, как бы никого не встретить знакомого. Это вот так бывает. И вот как вы считаете, Лариса Владимировна, вот было ли для вас полезно общение вот с такими себе подобными, которые пережили те же страдания, тоже тяжелое лечение, эмоции. Вот эти эмоции? Вот. Это было очень важно. Я видела пример людей, которые, показывали собой, что можно жить, можно вылечиться, в ремиссию войти, можно вылечиться, можно поддерживать свою жизнь, свое здоровье, и можно радоваться, можно быть в позитиве, и которое помогает, и иммунитету своему, держит на плаву, да. У нас звонок есть. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мои хорошие. С прошедшими вас праздниками, во-первых, здоровья и цветов побольше. А можно ли на вашу выставку отдать вам мои картины, которые у меня дома есть? А представьтесь, пожалуйста, расскажите чуть-чуть. Да. А меня Игорь зовут, да. Спасибо. Вы тоже болели, да, или болеете раком? Вы думаете, раком? Нет, я болел мононуклеозом с гриппом. А что это? Не онкологическое. Спасибо вам за внимание к нашей программе. Вот такой вопрос. Берете ли еще на свою выставку пациентов других? Нет, с другими болезнями к нам уже не присоединяются. Мы собираем вокруг себя только онкологических, которые прошли лечение и которые проходят лечение, которым только что говорят диагнозы, и их родственников. И вот мы работаем только с ними, только с онкологическими. Так, значит, все-таки мы постепенно приходим к тому, что у нас в городе есть антирак. Общественная организация «Антирак». Давайте попросим Катерину Николаевну рассказать, чем вы там занимаетесь. Чем мы там занимаемся? Да. Наш проект вообще «Антирак. Поддержка выживших» берет свое начало с 2018 года. Вот. И, то есть уже практически 8 лет мы работаем. Как работаем? Мы все волонтеры. То есть, в принципе, это люди чисто из своих таких побуждений, каких-то, неравнодушия, желанием как-то помочь своим близким, знакомым, родственникам. Мы объединены, в том числе, сейчас это у нас вообще переросло уже в пациентское движение, потому что те люди, которые к нам вступили на начальном этапе, 8 лет назад, они уже вошли в стойкую ремиссию, и уже кто-то выздоровел, и уже они активно начинают уже работать, вовлекаться, помогать в организации мероприятий, даже проводить мастер-классы своими силами. И, в общем, практически получается, что такое сильное, хорошее пациентское движение как таковое. Выставки проводите, мы много чего проводим, книги мы совершенно, нам скучать некогда, каждый день практически у нас что-то происходит. Буквально вчера мы участвовали, нас попросили
значит, выступить на учебе онкологов, рассказать про наше пациентское движение. Там присутствовали онкологи из города Якутска, из других поликлиник, из районов. То есть наша задача максимально как бы донести информацию до населения, до людей, которые, может быть, столкнулись с этим тяжелым диагнозом, да, что мы есть такие, что вы не одни, что вы всегда можете прийти к нам на наши встречи, посмотреть, как мы живем, как мы существуем, как мы реализуем себя, открываем себе новые таланты. У нас, ну вот, то есть касаемо талантов, это у нас мы организуем мастер-классы по арт-терапии, по живописи, занимаемся глинотерапией, ну, какие-то другие творческие мастер-классы. Но помимо этого, конечно, мы организуем встречи с узкими специалистами, с онкологами, потому что вопросы лечения и вообще сам процесс лечения – это длительный процесс. У многих это занимает несколько лет. И, в принципе, даже вступив в ремиссию, у многих людей все равно остается страх, да, какие-то фобии, поэтому психологическая поддержка, на самом деле, людям нужна долго. Это очень такая долгоиграющая история, да, бывает у людей. Поэтому всегда нужен совет от онкопсихолога, от онколога. И поэтому вот мы приглашаем онкологов на наши встречи, и всегда есть возможность задать вопросы какие-то вот по лечению. И психологов, да, вот как раз в первом блоке. Поскольку у нас вообще основная задача – это социально-психологическая поддержка, да, людей, которые столкнулись с диагнозом, и для их близких, у нас вообще, в принципе, априори 2 раза в месяц у нас встречи с онкопсихологом групповые. Это как бы у нас основной такой вот, ну, скажем так, мне кажется, очень важная такая поддержка. Вот. И, ну, плюс люди, которые вступают к нам, они видят, встречаются с себе подобными людьми, которые вот с тем же диагнозом столкнулись, с теми же побочными явлениями от химиотерапии, от лучевой терапии. Мы обмениваемся информацией, как-то вот, то есть, ну, поддерживаем друг друга и морально. А вот когда человек проходит химиотерапию, разве у него есть вот силы, чтобы еще куда-то приходить? Вроде бы это такой процесс, который вот тебя выключает прям из... Ну, на нашем опыте, я так понимаю, что вообще химиотерапия бывает разная, потому что многие люди даже совмещают химиотерапию, потом бегут на работу. И такое бывает. Да. А бывает, что она такая тяжелая, что, ну, действительно там человек выпадает, наверное, да, из-за такой ежедневной жизни, повседневной, где-то давайте на этот какой-то вопрос период. Лучше я отвечу. Да. Вообще, современная вот химиотерапия – это достаточно устаревший термин. Сейчас он называется противоопухолевой лекарственной терапией. Он вот может, как раз как. Да, он делится на обычную химиотерапию, то, что мы называем, да, иммунотерапию, таргетную терапию, гормонотерапию и БЦЖ-терапию, так называемую. И каждый вид противоопухолевой лекарственной терапии имеет свои побочные реакции. И ну, то, что у пациентов выпадает волосы, это, например, обычно бывает при химиотерапии. При иммунотерапии таковых ну, побочных явлений ну, наглядно не бывает. То есть, поэтому люди могут спокойно совмещать и работу, и ну, посещение таких мероприятий. И современная онкология уже придумала, например, когда раньше химиотерапия ассоциировали например, там, с поносом, там, с рвотой, тошнотой, да. Сейчас очень много существует лекарственных препаратов, которые вот, помогают человеку легче переносить данную терапию. А почему не болит ничего, когда у человека рак в организме развивается, и там уже доходит до 3-4 степени, вот как раз как рассказывала наша сегодняшняя гостья Лариса, ничего не болит в организме, ничего ты не чувствуешь, что что-то не так? Ну, организм такой сложная организованная система, которая все равно до какой-то степени самостоятельно пытается компенсировать какое-то, ну, как инородное тело, да, допустим. И обычно симптомы, ну, то есть проявления болезни, да, они появляются, ну, достаточно в поздних стадиях. Вот почему рак очень сложно найти, и поэтому вот почему люди должны самостоятельно ходить на диспансеризацию, чтобы с профилактической целью найти рак на ранних стадиях и спокойно его вылечить. Это очень важно. У нас остается, вот, кто к вам обращается, вот помимо переживших?
Ну, большей частью, конечно, это сами люди, которые столкнулись с диагнозом, это которые только столкнулись или уже во время прохождения лечения, может, даже уже в стадии ремиссии, и плюс еще их члены семьи, родные, близкие. Это тоже. У нас вот был случай, что приходила подруга. У нее вот в диагнозе была подруга, вот ее приятельница, которая заболела онкологией. И вот женщина, которая вступила к нам, вот она говорит, для меня это такой психологический удар, я должна вот ее как-то поддерживать, да, какие-то ресурсы иметь, давать надежду, помогать, как-то вот подбодрять всегда. И вот она же тоже нуждается в психологической поддержке, равно как и жены. Допустим, болеет супруг, к нам приходят жены. Такое тоже бывает. Допустим, у нас тоже было вот, значит, муж болеет и внучка болеет. И ходила жена, потому что вот она как раз отвечала за них. И она была главной поддерживающей силой в семье. Ей тоже нужна была поддержка. А бывает, что муж приходит? Или женщины все-таки чаще? Ну, более, видимо, активно, наверное, женщины. Ну, я не знаю, наши мужчины, они очень интересуются, они у нас состоят, но они все ждут информацию. А самим появиться, ну, у нас есть мужчины, они ходят, но в основном ходят женщины. И отправляют они своих жен или своих дочерей, чтобы, значит, они получали информацию, приносили. И вот, значит, рассказывают, вот я, говорит, прихожу, а папа меня уже ждет и говорит, а что сказали, что там будет. Вот так. Мужская психология. Мы сегодня говорим о таких положительных, да, моментах, когда близкий человек готов поддержать. А есть ли такие ситуации, когда люди отказываются поддерживать того, кто заболел, и реагируют как-то странно, не специально, а, возможно, под воздействием паники? Ну-ка. Ну, конечно, такое бывает. И, ну, из моей практики можно сказать, что с таким очень, ну, такие люди очень агрессивно настроенные бывают. И с ними нужно очень долго и муторно вести разговор. То есть, ну, в моей практике бывает, что до получаса, до часу можно разговаривать с родственниками именно. Сам пациент готов лечиться, а вот родственники все еще отрицают то, что пациент болеет. Да. Ну, это тоже можно. Надо понимать, нужно понимать и работать с этим. Ну, это, наверное, еще зависит просто от взаимоотношений внутри семьи, да, потому что если семья дружная, если в мирное, в спокойное время, да, как бы друг друга поддерживают, то, конечно, в большинстве случаев, конечно, члены семьи, они, я думаю, оказывают большую поддержку. Весь удар принимают на себя. Да. Просто вот эта стадия отрицания, она может как раз-таки вот выстрелить именно тем, что нет ничего, никакой болезни нет, все нормально, ты там здоров, вот в такую позицию. Большое вам спасибо. Я думаю, мы очень полезное дело делаем о том, что говорим о таком движении, как антирак. Всем спасибо за внимание. Будьте здоровы. Спасибо.